Прывітанне, сябры! В эфіры рубрика «Надзея запытае». Ці вераць гродзенцы ў прыкметы, як яны ставяцца да добрых, да дрэнных, і наогул, як яны себе настраиваюць на пазітыў, ці ўсё ж такі на нешта дрэннае? Зараз даведаемся і вам раскажам. Скажыце, калі ласка, ці верыце вы у прыкметы, у добрыя, у дрэнныя, ну всякие розныя? Ці можа у вас вот ёсць какие-то? Ні ў якія? Ну нет. И про кошку черную не верю. Не суеверный человек. И что, не было ни разу такого, как вот, женщину с пустым ведром сестра, потом нечто не заладилось? Нет, не было такого. Вот счастливый человек. Не было живе такого. своими, говорится, своим... Да, в приметы верю, но не во все. Те, которые больше на слуху. Ну, если кошка черная перейдет дорогу. Ждете, коли кто-нибудь пройдет? Нет, давно и не надо. Вот. Ну, такие более, которые на слуху. Кошка, больше я, может, и не помню. Это больше всего, что вот было. И после, кстати, этого, вот когда кошка переходила дорогу, то всегда какие-то неприятности были. Может, из-за того, что я просто верю в это. Ага. Ну, вот вы згодны, что есть такой фактор, что когда вот надумаешь себе, что вот нечто плохое здарить, так да, мысли наши материальные, да. Так, веру. А в якія? Ну, може, коли чорний кот перебігає дорогу, ці нельга глядзець у разбітае зеркало, ці, ну, наприклад, если птушки низко летают, то дождь пойдзе. Ну, все гэтыя народныя такія прыкметы вы таксама верыце. Так. Ведаеце, я один год, вот я забылася, было такое парадо, сказали, что які сёння будзе дзень, такое будзе і лето. І тады, я помню, было такое сонненько, і вось тое лето, минулое лето, оно было такое жаркое атрымалася. Ось, як после того не верить. Вот не помню, які это день был, треба было запомнить, забылася. Я заметила, что если мне снится, что мне сверлят зубы, лечат зубы, что-то с зубами, вот это всегда жди неприятностей, к сожалению. Хотелось бы о чем-то хорошем сказать, но у меня работает вот эта фишка. А я вам расскажу, у что я веру. Значит, калі не ставить сумку ці пакет с кошельком на землю, тады будут гроши водиться. Я нигде не ставлю, як бы вот. А знаете, как раньше на базаре с первой покупки денежкой проводили по товарам, чтобы с легкой руки. Вот, кстати, у меня легкая рука. Я заметила, что если я у кого-то закажу услугу или куплю товар, потом хорошо у человека дела идут. Верите ли вы в приметы? Да, вот в приметы очень верю. Ага, а в какие, расскажите? Что сбывается у вас? Ну вот у меня сбывалось чаще всего то, что зеркала, например, разбиты, то, что смотреть в них нельзя, нужно убрать их обязательно. Ну, як-то оно и страшно на вот это глядеть, кино разбитое, кто там искажая уже. А потом также вот, когда птица домой, голубь, залетает в окно, это всегда к любви какое-то, вот такое, что-то светлое. Пойду пошире открою. Вот, да, также у нас постоянно на балконе с мужем птицы пытались гнездо свить. Вот, тоже. По полнеющем месте, наверное. Вот, ну, пока не знаем, но от них как минимум было очень тяжело избавиться, но после них всегда какое-то прям такое атмосфера хорошая, гармония такая наступает. Ну, ні, напевно, ні. Читаю гороскопы, но так само не. Я думаю, что каждый человек это сам повинен отказывать за себе и свое життя контролировать. А вот такие приметы, например, там, связанные с надворьем? Сегодня уже ніяк не подходит. Все поменялось. Все поменялось. Это не было часы, что можно было этого притримливаться. Да, вот синоптики про это говорят. Ну, про черного кота, перебежавшего улицу, верю, но не всегда. Потому что если перебежала, я подумала, что это кошка побежала. Ну да. Или бог зим. Да, а то, что рука чешется, да, к деньгам. Ага. Обкрасненькая очень верю, надо. да. Очень в это верю, хочу очень в это верить. Ну и какой у нас еще? А вот примет? эти, которые с природой связаны, что там птичка низко полетела, значит дождик будет. А вот это я не знал. Да, не? Когда Да. ласточки низко, это к дождю, да. Ну да. вот, буду теперь знать. Красная, если почешешь левую рука, денежка всегда приходит. А если домой возвращаешь, что-то вернулось и перешла за порог,
перешла за порог и вернулась домой, то он обязательно посмотреть в зеркало, потому что будет неудача. Или если вышел и колготка порвалась, или еще что-то, надо заменить, потому что будет пустой день. Как дырочка на колготках, так и это пустой день будет. С дырочкой не Ну, ви выходить. спеціаліст, я гляжу, да? І Ні, ну, шмат предметів, які ви так... Не, ну такое, знаете, уже, наверное, от родителей передавалось, что какая-то ситуация, и ты должен не делать этого. Про черную кошку не верим, потому что любим котов, и знаем, что кот, наоборот, удачу приносит. Если прибился, это 100% будет удача, оберегает. Вообще есть про котов отдельная история, что если кот умирает в семье, значит, беду, говорят, отвел от семьи. Если умирает кот, значит, он отвел какую-то серьезную беду от семьи. Поэтому, ну, есть какие-то приметы, которые стоит верить. Вот знаете, когда два столба вот так вот стоят, Ага. то по центру нельзя проходить, надо обойти. А що буде? Якщо- 7 лет неудач. Ой, что ж вы раньше-то не сказали? Я все хожу и хожу. Ага. Та мені ж воно все життя нахожено. Ага. Ну, як ви лічите, от коли вірять у гэты прикмети, то яны збываюцца, ну, от установча, якщо так себе настроить позитивно, у добрыя прыметы верыць, і будзе толькі все добра, а калі ў дрэннае, то толькі дрэннае, ці гэта все-таки больш забабоны? Скорее самовнушение, потому что в любом случае то, что ты пройдешь там по центру столба, оно ж не обязательно должно сбыться. А если ты будешь сам себя настраивать на то, что вот ты сегодня прошел между этих двух столбов, все плохо, то так и будет. Ці вірите ви у прыметы? Нет. Не? Нет. Ага. А расскажите, чему? А потому что я православная, верить в приметы грех, поэтому я не верю в приметы. Ну, Потому что как Бог даст, так оно и будет. так. Конечно. Не добавить, не отнять. Поэтому, знаете, я живу сейчас, как я только перестала верить в приметы, я живу спокойно, абсолютно. Никакие ни кошки, ни возвращения, ни какие-то в зеркала поплевать, язык показать. Ничего этого не работает. Такое счастье. Я свободна абсолютно от всего этого. Вот и все.